прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 18 августа? Ожившая история. А часы остановились на 10:35. Этот момент стал символом не только всеобщей трагедии, но и целой эпохи. Расскажем о воссозданном рабочем кабинете Ахмата Хаджи Кадырова в мемориальном комплексе «Славы». Битва за звание лучшего. Будут выступать 42 команды из Чеченской Республики и других регионов. Российский университет спецназа готовится принять чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений, когда стартует турнир. Играй и познавай. Последние годы наблюдается рост интереса к таким товарам. В республике набирают популярность религиозные игрушки для детей, как они помогают познавать духовные ценности. В Шелковском муниципалитете сегодня знаковые события. Одновременно введены в эксплуатацию сразу 3 социально значимых объекта. В станице Старошидринская свои двери распахнул современный дом культуры, призванный стать центром притяжений для местных жителей. А в Дубовском сельском поселении открыты новое здание администрации и казачий культурный центр. Репортаж Турпалари Тайсумова. Очередной дом культуры готов принимать сотрудников и посетителей, расположившись в станице Старощедринская Шелковского муниципального района. Официальные лица выразили слова поздравления в адрес всех присутствующих на торжественном открытии. Среди гостей куратор 7-го сектора, начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике Идрис Черхигов. К собравшимся обратился глава администрации муниципалитета Альбек Бугаев. От лица каждого жителя он поблагодарил руководство субъекта за ценный подарок. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выражаю искренние слова благодарности главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, Аймане Несиевне Кадыровой, руководителю регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, за очередной подарок и постоянную помощь нашему району. Министр строительства ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев отметил, что такие результаты в прошлом нельзя было представить. Чтобы заняться творчеством, нужно было выезжать в города. Теперь все благое стало ближе к дому. Нислур дәцер Хасан дошл, хусамеш, детский сад деш, неяш деш, ходуш, харбелш бир боэл, харюш шитсинер, лейрез хул, дал диа берхдюл, дал дай аул, амадажис, таган харберг ден бивен битер баан дорш. Творческое направление развито и продолжает открывать двери в отдаленных населенных пунктах, создавая приятную атмосферу и новые рабочие места, рассказал министр культуры региона Иса Ибрагимов. Сондайла вайды хордай пачу амад харс соно қоргир гушхылыр тақа да надона вай қам де шханчуаха нохчи хылхырхылла дечк пандор. Отличившимся сотрудникам по направлению культуры, трудящимся в Шелковском районе, передали благодарственные письма от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Почетные гости открыли учреждение вместе с маленькими детьми. Внутри достаточно просторная и приятная обстановка. В кабинетах для занятий есть все условия. Первые уроки впечатляют насыщенностью. Библиотека достаточно большая. Без культуры нет нации. Так говорил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Но помимо исторических книг, посвященных его биографии, здесь представлены экземпляры художественной литературы. Это поможет тем, кто здесь будет проводить свое время, развивать мышление и воображение.
Гостям провели небольшую творческую программу, маленький концерт с солистами творческих коллективов. Увиденное оставило приятные впечатления. Как поделились в Доме культуры, это открытие начала воспитания новых творческих личностей. Да и сами школьники не прочь проводить тут свободное время. Судя по их речи, место очень притязательно. Я читаю Федора Достоевского, потому что мне очень нравится его творчество, то, как он пишет. По кого еще читаете? Пушкина, Толстого. А из зарубежной литературы? Ганс Христиан Андерсен. И пришел к Айболиту Барбос. Меня курица клюнула в нос. А после этого гости побывали на открытии здания администрации Дубовского поселения и Казачьего культурного центра. Иса Ибрагимов с восхищением рассказал, что дружба народов Чеченской Республики самая крепкая в стране, и предоставление условий для развития различных культур имеет особенную ценность. Все народы, которые проживают в Чеченской Республике, они живут в мире и согласии, соседстве. И Чеченская Республика на сегодняшний день является единственным субъектом Российской Федерации, где нету ни одного конфликта на межнациональной, межконфессиональной розни. Это гласит о том, что курс первого президента Чеченской Республики и героя России Ахмат Хаджи Кадырова Далазов Обалдольцин был для объединения народов, которые проживают в Чеченской Республике. И сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров прилагает все усилия, чтобы ни один народ не остался в стороне. И каждый народ, который проживает в Чеченской Республике, он не обделяется вниманием, всегда поддерживается. И, как вы видите, сегодня мы открываем очередной казачий культурный центр. Буквально час назад мы открыли Дом культуры. И каждый день у нас проходят такие мероприятия, открываем такие прекрасные места, культурно-досуговые центры. Это показывает то, что сегодня культуре уделяется пристальное внимание главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев передал свое приветственное слово в адрес всех местных жителей. Трогательное послание зачитал заместитель министра Джабраил Абдулбакапов. Сегодня мы собрались с вами, чтобы разделить радость жителей Шелковского муниципального района, в особенности казаков. Ведь открытие данного современного комплекса, предназначенного для казачьего культурного центра станицы Дубовская, это еще один серьезный шаг и вклад в сохранение и развитие казачьей культуры, обычаев и традиций. Несомненно, что подобные положительные изменения невозможны были бы без чуткого руководства нашего национального лидера, героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который строго следует заветам первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова Далазова Обалдольцин, делая все возможное для укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия на благословенной чеченской земле. Мы уверены, что данная новая площадка станет новым стимулом в развитии казачьей культуры в Чеченской Республике. После чтения дуа прошло и само открытие, конечно же, с детьми. Осмотрев все условия, гости вновь убедились в качестве и комфорте для тех, кто здесь будет работать, а также творчески развиваться. Радость с ними разделили и сами жители. Стремление к творчеству прекрасно прижилось в культурный код нашего региона. А когда в отдаленных селах и станицах появляются такие полезные здания, это еще больше располагает к самосовершенствованию себя и окружающих в творческом ремесле. Турп, Лолита Исумов, Джабраил Хаджиев, Магомед Бараханов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В высокогорном Биное состоялась благотворительная акция. Она приурочена к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках обряда жертвоприношения мясо 11 голов крупного рогатого скота распределили среди местных жителей. Репортаж Магомеда Азиева. 23 августа – это дата рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. День, когда появился на свет лидер, сильная опора и выдающийся деятель чеченского народа. В преддверии этой значимой даты в высокогорном Биное проводятся масштабные религиозные мероприятия.
ودحلة باتش عمر دلغاز قبل دوتشنا تلوين جدًا ليرين إشت صاد وقشدوي تقوى ما أراه شرحة قبينا حقيقة تشكاح ورسبولكاحة دوق ساغشتو إيش بقديتش ودحلة باتش دلغاز قبل دوتشنا ومحك قزل يولشخنا ملا خل دولشخنا شيء ديغ مخين دعدي العوان وقز دلغاز قبل دوتشنا. Первым делом начали события с жертвоприношений. Заранее подготовлены 11 отборных бычков, после разделки которых мясо расфасуют для раздачи, а между тем в мечети собирается уйма народа для совершения поклонений и богоугодных дел. أحمد حاجة ونحتاجو أحمد حاجة بحندل شتاها نقطي قام مو عشتو وين قشتو دي تاتيوش تهن أحمد حاجة نق وين يقع هو تحت عبيوش بو تهن تو أربع قنق تو عبد النق بحندل ش دنيا انت أجر خز دويتي النقطي قام خز دل يوغ شو بلغ متكشيا شو مصو نبرولين حقيقة مش قاعد عدويش دو. В Биное такого рода мероприятия, приуроченные ко дню рождения первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, уже давно является сложившейся доброй традицией. Организаторами таких событий в большинстве своем выступает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Не жалея сил, люди вовсю принимают участие в таком важном деле, что и не странно. Ведь для всех его имя несет образ глубоко верующего мусульманина и лидера, который смог объединить народ. Ахмат Хаджи фонду вовшту ахсар мосрон шарах дохкушту Аллах дал облазин дал сар дуэля вот Аллах дал Ахмат Хаджи синт ири Далее, совершив коллективную молитву, мюриды принялись за чтение Мавлида, восхваляя Всевышнего Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. По завершении они прочитали общее дуа, и каждый выходящий забрал с собой пакет с мясом жертвенных животных. إيش حلقة وبتشاوش كنت عارفتنا تكن نوختي قوم عشت قوتش نعودك بدال دعبكتير. Память о светлом человеке, нашедшего правильный путь для своего народа, чтят не только словами, но и такими поступками. И эти мероприятия являются символом веры, благодарности Всевышнему и всеобщей сплоченности. Магомед Азиев, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Российском университете спецназа завершаются последние приготовления к проведению открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Турнир приурочен к памяти первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Участие подтвердили 44 команды из регионов России и зарубежных стран. О том, какие призы ожидают победителей и призеров, репортаж Рабиат Гайтиевой. Уже совсем скоро в Гудермесе стартует 12-й открытый чемпионат по тактической стрельбе. На территории Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина вовсю идут подготовительные работы. Асфальтируют дороги, обновляют спортивные конструкции, приводят в порядок площадки и благоустраивают территорию. Все для того, чтобы встреча прошла на высоком уровне. Каждый год, когда у нас начинается подготовка к чемпионату, мы очень большое внимание уделяем продумыванию упражнений, построению этих упражнений. Инструктора сами выполняют эти упражнения по элементам полностью во всем объеме. И это занимает достаточно большой период времени. Как минимум за месяц мы начинаем уже прогонять, строить эти упражнения, продумывать их. Все, что происходит в процессе подготовки, оно остается за кадром этих соревнований. Но это очень большой труд инструкторского состава Российского университета спецназа. Турнир, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, соберет лучших стрелков подразделения России и зарубежья. Заявлено более 300 участников. Это наглядно подтверждает высокий интерес к чемпионату. В Российском университете спецназа проводится как и по военно-прикладным видам соревнования, так и по гражданским направлениям, IPC и спортивные виды. У нас к этому уделяется большое внимание, потому что мы на своем опыте поняли, что развитие стрелка
или же группы, участвующие, выполняющие любую боевую задачу. И участие на соревнованиях – это симбиоз. То есть одно без другого – это не взаимоисключающие. Все мероприятие проходит при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В подготовительную работу включен весь состав университета спецназа, от инструкторов до гражданских сотрудников. На плоту тактического города будут выступать 42 команды из Чеченской республики и других регионов, а также и зарубежные команды. В течение 5 дней им придется пройти 16 разных упражнений, максимально приближенных к реальным боевым условиям. Чемпионат призван не только выявить сильнейших стрелков, но и стать площадкой для обмена опытом, повышения профессионального мастерства и укрепления международного сотрудничества в сфере тактической подготовки. Ежегодно мы что-то добавляем упражнения, что-то меняем в зависимости от вызова, современности и в зависимости от участников чемпионата. Турнир пройдет с 18 по 24 августа. Впереди участников ждут сложнейшие задания, проверка на меткость и выносливость. Ребят Гайтиева, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. А все эти преобразования не были бы возможными без Ахмата Хаджи Кадырова, человека, который принимал судьбоносные решения по спасению и возрождению республики в годы лихолетия. Чтобы в полной мере ощутить атмосферу тех непростых лет, понять масштаб личности и исторических преобразований, мы перенесемся в воссозданный рабочий кабинет первого президента, представленный в мемориальном комплексе славы. Репортаж Лейлы Муртазовой. В этом пространстве застыли события, которые формировали новейшую историю региона и его место в мире. Инициатором преобразований стал первый президент Чеченской республики. Сегодня это место стало музейным экспонатом, где каждый может прикоснуться к истории. Рабочий кабинет Героя России Ахмата Хаджи Кадырова расположен на первом уровне музея. Он разделен на зоны приемную секретаря и, собственно, персональный раздел. Самое значимое место в этом музее – это его личный кабинет. Он передан правительству Чеченской республики ко дню открытия музея. Кабинет делится, как вы видите, на 2 зоны – приемная секретаря и рабочий кабинет его. Приемная секретаря вы видите содержащей атрибутикой секретаря. Именно за этим столом печатались очень важные документы на тот период времени и за подписью Ахмата Хаджи Кадырова и президента Российской Федерации. В кабинете представлены оригинальные предметы – рабочий стол, кресло, мебель, журнальный столик, а также карты Чеченской республики и города Грозный. Все сохранилось так же, как было при нем. Здесь Ахмат Хаджи, будучи главой администрации и позже президентом, вел важные переговоры и принимал решения, повлиявшие на судьбы тысячи жителей субъекта. На столе остался последний документ, ручки, папки, средства для связи. Все хранится в первозданном виде. А часы остановились на 10:35. Этот момент стал символом не только всеобщей трагедии, но и целой эпохи, которая здесь застыла. Это место стало центром стабилизации Чеченской республики после Второй войны. Велась огромная работа по восстановлению инфраструктуры, установлению безопасности и консолидации власти. Тут же на стенах размещены копии важных указов и распоряжений, подписанных первым президентом, включая документ о выплате компенсации жертвам политических репрессий. Здесь находится рабочий стол заседаний для совещаний. Здесь совещались команда Кадырова. И здесь решались очень важные вопросы на тот период времени. Как вы знаете, Ахмат Хаджи Кадыров пришел к власти в очень трудные времена для республики. И вопросов было очень много. И для решения этих задач, этих соответствующих, для решения этих задач они собирались и совещались. Также в кабинете была зона для встреч с федеральными чиновниками и иностранными делегациями. Кроме этого, в музее есть мемориальный зал выдающегося политика, где хранятся личные вещи, награды, фото с хроникой жизни, работы и общественной деятельности. Посетители комплекса с большим интересом знакомятся с историей национального героя и восхищаются его достижениями. Посещая сегодняшний музей, ознакомившись непосредственно с его рабочим кабинетом, посмотрели его жизнь, становление, обучение, те первые документы, которые для народа, в развитии региона, как он мыслил стратегически. Это, конечно, очень о многом говорит. А более того, посещая этот музей, мы для себя открыли то, что он, оказывается, еще и стихи писал. И это такой
факт, он вроде как и неожиданный, но тем не менее это говорит о человеке с большой буквы. Рабочий кабинет первого президента сохранил дух времени и силу решений, которые принимались здесь. Имя Ахмата Хаджи Кадырова навсегда связано с восстановлением Чеченской Республики, развитием и судьбами ее жителей. Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Магомед Параханов. Весть. Чеченская Республика. В Грозном состоялся круглый стол по вопросам социальной поддержки участников СВО и их семей. Представители Социального фонда и Народного фронта обсудили комплекс вопросов, направленных на повышение эффективности адресной поддержки, совершенствование механизмов реабилитации и трудоустройства, развитие системы юридического сопровождения. Встреча подчеркнула значимость работы по всестороннему оказанию помощи. По итогам обсуждения достигнуты договоренности о сотрудничестве и намечены планы по координации совместной работы. В нашей республике беспрецедентная помощь оказывается всем членам, участникам специальной военной операции и их членам семьи. Большую часть этой помощи оказывает наш региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова во главе с Аймани Несиевной, Далса Адольцер. И любые вопросы, и проблемы, которые у них существуют, на очень оперативном, высоком уровне решаются. 15 тысяч погонных метров асфальта появится на улицах города Невре. Особое внимание уделяется качеству. Каждый этап находится под строгим контролем. Это часть комплексной программы по модернизации инфраструктуры, призванной создать комфортные условия для жителей. О работах по благоустройству молодого города в репортаже Ахмеда Рамазанова. Город Невре преображается по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В рамках программы благоустройства здесь идет активная укладка асфальта. Дорожники работают несмотря на жаркую погоду, чтобы уже в ближайшее время местные жители смогли оценить качество новых трасс. Работы продолжаются непосредственно, работы только наращивают темпы. По прогнозам и планам администрации Наурского муниципального района планируется завершение работ по асфальтобетонному покрытию дорожной сети города Наурская к концу 2026 года. В данном направлении работы не сбавляются. Технологии, как в крупных городах, многослойное покрытие, уплотнение тяжелыми катками и строгий контроль качества. Такой асфальт должен выдержать не только ежедневный поток машин, но и суровые погодные условия. Работы по укладке асфальта завершены уже на 60%. Общая протяженность составляет более 15 тысяч погонных метров. Дорожные работы на улице Алинова в станице Наурская завершены. В рамках программы благоустройства здесь полностью обновили асфальтовое покрытие, что должно улучшить транспортную доступность и повысить безопасность движения. Жители города были рады данным работам и выражали безмерную благодарность. Herniq shdorksh oxumanda mellachun saygara uznaurya ashbol bahar khoshkagara масарна oxumanda mellachun дейл рейс хил албударсон. Город Невре обретает вторую жизнь. Теперь здесь будет не только удобнее ездить, но и приятнее жить. Ведь хорошие дороги – это не просто инфраструктура, это комфорт и безопасность для каждого жителя. Ахмед Рамазанов, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Интерактивная кукла, обучающая пазлы с арабским алфавитом, развивающие книги – это малая часть коллекции религиозно-просветительских товаров для детей. В республике отмечается устойчивый рост популярности исламских игрушек. Благодаря поддержке регионального руководства предприниматели получили все условия для развития этого направления. Данные изделия способствуют освоению детьми основ ислама в доступной игровой форме. О том, как они помогают познавать духовные ценности, Лимда Джамалдинова. Исламские игрушки все больше завоевывают внимание маленьких жителей региона. На прилавках местных магазинов они уже стали не только востребованными, но и полезным товаром, как считают многие. А в торговые точки они поступают из этого склада. Здесь продукции проводят сборку и проверяют на наличие дефектов. Далее она поставляется на рынок игрушек. У нас этот склад, тут находится около 3000 именно зама Асма, там по обучению 99 имен Аллаха. И также есть около 10 тысяч зама Бани, это зайчики, прорезыватель, которые погремушки. Также у нас идет поставка в разные страны: Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, есть Азербайджан, есть Турция, у нас есть там оптовики. Также мы делаем отправки по Европе, у нас есть там оптовые клиенты.
Есть магазины, с кем мы сотрудничаем там по России, и по Чечне тоже, конечно, есть. Идея заняться подобным бизнесом Турпалу Цакаеву пришла еще 6 лет назад. И вот такая некогда маленькая инициатива сейчас пользуется большим спросом. В исламском мире очень мало игрушек. Именно для мусульман решили это исправить. Наши игрушки Замбани читают суры из Корана, и дети обучаются сурам, играясь. Изначально мы сделали 5000 штук игрушек для пробы, и они разлетелись сразу. И у нас очень хорошие отзывы на это. Дети учатся реально. Также у нас 4 новых проекта по игрушкам. Надеемся закончить до конца года. Наши игрушки можно купить на Wildberries, на Озон или же у нас в Грозном магазине. Закупаются местные предприниматели в магазине «Зама» и на его складе. Однако помимо игрушек бренд производит и удобные для верующих часы. В этом году особенность этих часов то, что они напоминают время намаза, они дают сигнал. В часах есть чеченский язык, есть русский, казахский, добавили мои. Популярность подобных гаджетов поддерживают и представители духовенства. Они способствуют духовному развитию. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن صدق العظيم أها ديل نيس دنيا قيقة بوخ أق أقر هالخ خز حيغ مسألة دال بوخ حكمة سي أق أوتا دولش حولح أقر هالا وين استلا دولش سولدا عولش دولش حولح سان ديك تقوش دولش كيف نرام دولش حولح حاجة ديك تقوش دولش كيف نرام تانا أزبيرش نقاها كيف نر إقرش كشيارجن خيلش تانا تان وين سموت تحت أنا إسلام دين دوغور دحلة كيف نرى بير حيقلش دوغور دوش كيف نرى إيش قلب بيربوش كيف نرى إقرش ملت فيلمش يقاي واشتان بوع بيش نابو سندل تان إسلام دينها إقرش بهان دوش قرآن دوش لامز دوش قويتش كيف نرى سورس دوش إقرش خليل تمولت خليل إتب يقدر على بيرن سنس قرآن ديش عيمش خلج لامز دو عيمش خلجة تاقبوصل دين صودول خلجة تان إذا مفتياته могошту إذا بوصل دينه могошту. Власти активно поддерживают малый и средний бизнес в регионе. И есть все необходимые условия. Благодаря этому в Чеченской Республике все чаще открываются новые предприятия и создаются рабочие места. Пока малыши с удовольствием осваивают новые развивающие игрушки, производители уже работают над очередными новинками. Возможно, совсем скоро на этих полках появится что-то еще более интересное и полезное. В последние годы наблюдается рост интереса к таким товарам, что связано с увеличением уровня религиозности и стремления к сохранению культурных традиций. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В селении Джалком состоялись спортивные соревнования, приуроченные к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Более 100 юных спортсменов продемонстрировали свое мастерство и волю к победе. За ходом состязаний следил мой коллега. В селении Джалка сегодня собрались самые талантливые юные спортсмены региона. Традиционный турнир, посвященный к 74-й годовщине первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова, в этом году собрал более 100 участников. Соревнования были по 3 дисциплинам – вольная борьба, бокс и футбол. Главная цель – это популяризация вольной борьбы, повышение мастерства спортсменов. В моем понимании самое главное – привлечь побольше детей к этому виду спорта, к вольной борьбе, чтобы массовость была в этом виде спорта. Этот турнир у нас проводится с 2005 года уже. Достаточно ощутимый срок, но и с каждым годом ребята здесь, отсюда ребята выходят, которые борются на мире, на Европе, потому что мы приглашаем всех детей с нашей республики. Мероприятие посетил глава администрации Гудермесского муниципального района Хамзат Магомадов. Он отметил высокую подготовку атлетов. إنير تورنير كتشت لينش أو تخيليش ياسر دعيو ولا هنداش داق مصوري ونيرة ريسبوبليكير حباك بيرش بو داق بيرش خز لطخوش تسلول ميريا نرج روسيا نرج دوقو بيرش بو يوقعش أو بكزاتلني سخوات كش جايتي قي جايتي داق درز بيرش سان بيتشانا سنترينر شنا مسنا هول. Поболеть пришел и заместитель министра по физической культуре и спорта Ахмат Хаджи Делимханов. Ахмат Хаджи Кадыров навсегда остается в сердцах нашего народа, его наследие будет жить в веках. Он стал символом мира, положил конец войне и положил прочный фундамент для мирной и счастливой жизни. Благодаря его созидательному пути наша молодежь сегодня имеет уникальный
уникальную возможность развиваться во всех сферах, включая физическую культуру и спорт. Этот торжественный момент хочу выразить искреннюю благодарность нашему национальному лидеру, главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за его неоценимый вклад в развитие спорта в нашем регионе. Особую признательность выражаю министру Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмату Рамзановичу Кадырову за его неустанный труд и преданность делу. Этот турнир стал доброй традицией, ежегодно собирая лучших спортсменов нашего региона, селения Джалка. Желаю всем участникам успехов, вдохновения, высоких достижений на этих соревнованиях. Каждый бросок, каждый прием здесь – это не просто спортивное мастерство, это дань уважения человеку, возродившему мир и стабильность в республике. Турнир давно перерос рамки обычных соревнований. Самый первый турнир был проведен еще 20 лет назад. Этот турнир не просто соревнование, он объединяет поколения, воспитывает патриотизм и волю к победе. Среди участников и юные борцы, делающие первые шаги в спорте, и опытные атлеты, подающие пример молодежи. Одним из выделяющихся является Адам Тончиханов, который занимается борьбой 3 года и за это время участвовал в различных соревнованиях и занимал призовые места. Мир хороший, отличные соперники. Все сильно борются, хорошие. Победители определены. Первое место занял Маулади Эсбулатов, а второе место забрал Турпал Абдул-Рашидов. А проигравших здесь нет. Каждый участник доказал, что достоин выходить на ковер имени Ахмата Хаджи Кадырова, ведь главное не взять верх над соперником, а победить свои слабости и страхи. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Напряженные партии, интересные стратегии, порой совсем неожиданные ходы. В Грозном состоялся турнир на Кубок профсоюзов по шахматам. За досками встретились 37 спортсменов. За игрой следили квалифицированные арбитры, а кто показал лучший результат, узнаем в следующем сюжете. Для Ильяса Салтамурадова шахматы – увлечение, которое он посвящает значительную часть своего времени. Он признается, что каждая партия – это возможность отточить стратегическое мышление. Шахматы, конечно, можно сказать, следствие того на Кубок профсоюза ЮЛ, приуроченный ко дню рождения первого президента Чеченской Республики. В прошлом году тоже участвовали раз, к сожалению, призовой мерце, Шахматный кубок профсоюзов – это традиционные соревнования, приуроченные к 74-й годовщине со дня рождения первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За звание лучшего борются 37 представителей профсоюзных организаций. Ахмат Хаджи был уникальным человеком, богословом с глубочайшими знаниями, государственный деятель, общественный деятель мирового уровня, который ценой своей жизни спас наш народ, нашу республику и нашу страну. Можем сказать, что и в том числе он нес огромный вклад в спасение мусульманской уммы. Турнир, организованный Чеченской Федерацией профсоюзов, проводится с 2005 года. Соревнования проходят среди любителей по швейцарской системе, где победителем становится игрок, набравший наибольшее количество очков. Шахматы учат терпению, искусству маленьких шагов и умению сражаться до конца. Эта игра словно символ бытия, где каждая фигура выполняет свою уникальную роль. Победители и призеры турнира получают не только почетные кубки, но и ценные призы. Современные телевизоры. Кроме того, им присваиваются спортивные разряды. Есть и 6 специальных номинаций, такие как «За волю к победе», «Самый юный участник». По итогам напряженной борьбы триумфатором стал Сайпутдин Ибриев. Он продемонстрировал блестящую игру, набрав 7 очков из 8 возможных. Второе место занял Магомед Абаев, а третью строчку турнирной таблицы разделили Али Магомадов и Хасан Абазаев. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.